Снова добрый вечер. Здравствуйте. Избранные. Итак, мы с вами сегодня смотрим чудесное кино «Атака куриных зомби». И сегодня, собираясь на встречу с вами, я решила почитать, что думает современная наука о зомби. И заглянула на один из своих любимых сайтов «Киберленинг». И, ребята, что я должна сказать, зомби везде. Потому что сначала я прочла статью про зомби-арт. Это вовсе не то, о чем вы подумали. Это такой корпус произведений искусства, которые не подлежат восстановлению. То есть вроде идея понятна, но зачем это называть зомби-артом, не ясно. Но концепт, который занимает очень многих авторов, это философский зомби или F-зомби. Что это такое? Это, друзья мои, мысленный эксперимент. В чем он заключается? В том, чтобы представить копию человеческого тела, ну, такое тело как тело, но оно не живет вообще никакой внутренней жизнью духовной. То есть я не знаю, зачем это представлять, по-моему, каждый приличный человек что-то такое себя представляет регулярно. Но вот этим заняты современные философы. И поэтому давайте немного порассуждаем о том, почему зомби везде. Итак, из того, что я читала, из тех текстов, которые объясняли бы популярность зомби, мне понравилась версия Стивена Марча. Она немного такая экзистенциальная. Он пишет о том, что у христиан есть, на случай смерти, есть боженька, есть рай, есть ад. У язычников, у них тоже есть дофига всего, да, то есть у них призраки есть духи предков, с которыми договориться можно, тоже много. Что есть у атеистов? У них есть гниение, разложение, забвение и фильмы про зомби. Вот. Еще одна симпатичная версия того, почему зомби везде. Потому что зомби – это такая модель мальчика-подростка периода полового созревания. Согласитесь, все правильно. То есть чуть-чуть отмыть, причесать, вместо слов brains вложить слово «сиськи» и нормальный персонаж подростковой комедии. Ну а в таком случае где же девочки? А девочки по этой версии, девочки периода полового созревания, это вампиры. И вы уж сами подумайте, что нужно сделать с вампиром, чтобы из него получилась девочка этого нежного возраста. Но, итак, с чего вообще все начиналось? Откуда взяли зомби в массовой культуре? Самое начало – это книга Уильяма Сибрука «Волшебный остров» 29-го года. Книга не художественная, это книга антрополога. Сибрук пожил на Гаити и там встретил очень странных людей, которые работали на тростниковых полях, которые вели себя очень странно. То есть то ли обдолбанные были, то ли еще какое интересное состояние души. То есть, такие вот F-зомби, они не подавали признаков интересной внутренней жизни, абсолютно. Вот. И да, Сибрук, конечно, решил докопаться и узнал, что, оказывается, на Гаити можно такое сделать из трупа. То есть вот человечек всю жизнь отработал, а потом опаньки и опять на поля. Поэтому во времена Сибрука семьи позажиточнее своих покойников хоронили как можно надежнее. Не потому что боялись, что родственник к им придет. Они боялись, что его заставят работать. Вот. И да, согласитесь, это действительно один из ужаснейших страхов, потому что не хотелось бы, как минимум. Итак, значит, первое появление зомби в кино такое приметное и значительное, это 1932 год, фильм «Белый зомби». Создал его Виктор Гальперин. Роль злодея там была отведена Билли Лугоши, на тот момент уже известному Дракуле. И Билли Лугоши в этом фильме, он был злобным колдуном, который из красивой белой женщины для каких-то своих потребностей сделал зомби. То есть, очень-очень далеко, да, вот от того, к чему мы все с вами привыкли. Потом, конечно, пошли другие фильмы, и «Восстание зомби», когда, все происходит, как в тех фильмах, к которым мы привыкли, и много незаметных. Было много незаметных фильмов до 1968 года. 1968 год. «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. Фильм, по тем временам,
вообще сверхмалобюджетный, всего 114 тысяч долларов, черно-белое кино. В кадре ходят невнятные люди, одетые как бомжи, неторопливо. И публике очень нравится, она такого не видела, потому что сплошные люди-крабы вокруг идут в кинотеатр. А тут такое. И вот, наверное, на этом месте становится понятно, почему зомби так много в кино. Потому что давайте подумаем, кого дешевле и проще изготовить? Годзиллу или зомби? Конечно, зомби. Минимум грима, ручки вперед вытянуть и нормально зомби. Потом, значит, в принципе, вот фильмы о монстрах, они к этому времени, они уже имели свои стереотипы, свою иконографию. То есть, если фильм о Дракуле, ну, трындец, это должен быть как минимум Белый Лопушин. Если Франкенштейн, ну, все, подавайте Бориса Карлова, не меньше. А какой зомби классный, никто не знал. Вот, с каким киноактером чудесно себя соотносить. И все пошло работать. Вот. И, конечно, мы с вами помним о том, что зомби-фильмы, они еще очень честные. Там все как в жизни на самом деле. То есть это же касается и чудесных фильмов Лючио Фульчи, начиная с «Зомби 2», в котором, ну, действительно снимались в том числе пьяные бомжи. Они лежат в кадре, они по кадру ходят, они не играют, они не притворяются, все как есть. И, конечно, отходив свое по кадру, эти люди брали денежку и бежали за новой бутылочкой. Все было хорошо. Джордж Ромеро тоже сделал очень красивую вещь. То есть, когда он снимал «Ночь живых мертвецов», деньги он брал у очень разных людей. И один из его инвесторов владел мясной лавкой. И к нему Ромеро пришел за кишечками, почечками и печеночками. И да, в одном из эпизодов неподготовленные актеры зомби действительно своими зубками рвут печеночки животные. Причем потом они заявляли, что никто их это делать не принуждал. Просто душа развернулась ровно настолько. Вот. Ну, Джордж Ромеро, он, конечно, был молодец, потому что потом, по мере того, как появлялись хоррор-блокбастеры, его фильмы становились все более малобюджетными, все менее бюджетными, скажем проще. В них было все больше сатиры на американский социум, и это было несложно, потому что когда он снимал «Ночь живых мертвецов», и его герои, забаррикадировавшись в доме, пытались защитить себя от зла, то, да, очень многие увидели здесь такой вот ироничный парафраз эпизода из «Рождения нации» Гриффита. А потом, в 1978 году Ромеро посетил очередной торговый центр, ехал на красивом лифте с одного этажа на другой и понял, так, домика недостаточно. Теперь пусть баррикадируются в гипермаркете. И, безусловно, все так и поняли. Ё-моё, это же сатира едкая на общество потребления, не иначе. Вот. Ну и, конечно, в нашем сегодняшнем чудо-фильме сатиры будет немало. Скажу лишь несколько удивительных фактов. То есть, ну, наверное, правильный подзаголовок этого фильма был бы «С миру по нитке». Потому что, когда Трома решили его снять, они на одном из сайтов разместили объявление. И к ним потянулись не только из разных штатов Америки, но и из Европы люди, которые желали сниматься у них бесплатно. И не только сниматься, но и делать всякую разную работу. Потому что даже человек, который писал музыку к фильму, он к ним пришел именно таким образом. Бесплатно работать в фильме про зомби. И реквизит, это подарки с разных студий. Ну, при этом у фильма бюджет, ну, достаточно обычный для фильмов того времени, $500 000. И съемки этого фильма начались в 2005 году. Почти все интерьерные сцены, они сняты на одной локации, в церквушке, в которой актеры и команда фильма жили во время съемок. Есть несколько сцен, снятых в Макдональдсе. И, конечно, вы узнаете эту локацию, безусловно. У всех персонажей имена не случайные, то есть всех их зовут как сети фастфуда.
тогда актуального. И, конечно, в этом фильме очень много красивых отсылок, собственно, к тромовскому кино. То есть не случайно один из персонажей появится, например, в майке с надписью «Я люблю героя-монстра» и так далее и тому подобное. То есть, короче говоря, это очень сложный фильм полимсест, наполненный аллюзиями, цитатами и прочими замечательными вещами, как-то кишки, кровище и дерьмище. Поэтому музыка и танцы, да, будут. Это мюзикл. Вот. И поэтому, друзья, желаю вам приятного просмотра.